Алхамдулиллахи Раббил Аламин, ассалату вассаламу аля Расулиллахи Мухаммадин ва аля алихи ва сахби аджмаин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Люди всегда нетерпеливые. Они хотят быстро, все в один миг, и чтобы не было никаких проблем, никаких трудностей. Особенно это видно у тех людей, которые еще не поняли, не нашли в себе Аллаха, не поняли, что существует Всевышний Аллах, и не поняли, что эта жизнь просто площадка для испытаний, что настоящая жизнь продолжится потом, после того, как мы покинем этот мир. Из-за этого Аллах, Субхану ва Тааля, обращаясь к нам в Коране, во многих местах, во многих аятах говорит, что будьте терпеливы. Постоянно представляйте, что за вами наблюдает Аллах. И знайте, что Он в любое время, Он всегда вам поможет. И знайте, говорит Аллах, Субхану ва Тааля, обращаясь к людям, что Он не налагает больше того, что вы не сможете поднять. «Ла юкаллифуллаху нафсан илля вус'аха. Сбиру ва сабиру ва рабиту». И будьте терпеливы и стремитесь к терпению. И храните в сердце Аллаха. Всегда помните о Нем. «Фазкуруни азкурукум». Если вы будете помнить обо мне и постоянно вспоминать меня, говорит Аллах, я никогда вас не забуду. Я всегда буду иметь вас в виду. Всегда буду стремиться с помощью к вам и буду помогать вам. «Валь-аср», говорит Аллах Субхану ва Тааля, клянусь этим веком, когда Аллах Субхану ва Тааля привел на эту землю пророка Мухаммада, саллаллаху, то есть век, когда он родился, и когда жили сахабы, и когда жили табирини, атбар табирини. Клянусь этим веком, говорит Аллах Субхану ва Тааля. Все люди в постоянном беспокойстве. «Инналь инсана лафи хуср», всегда в страдании. «Илля алладина аману ва амилу салихат ва тавасау бил хакки ва тавасау бис сабр». Кроме тех, которые приняли в свое сердце Аллаха и встали на путь Аллаха, и всегда ведут праведную жизнь, и всегда идут по правильному пути, и всегда стремятся к терпению. Да, мы нетерпеливы, и в своих поклонениях нетерпеливы. Иногда можем оскорбить кого-то, иногда можем задеть кого-то, потому что не совпадает с нашим нафсом. И мы можем обидеть кого-то, потому что он не так делает, когда, например, если он что-то говорит, а мне это не нравится, как же я должен терпеть? Он как бы оскорбляет меня, думает человек. И вместо того, чтобы промолчать, протерпеть, он отвечает ему уже в несколько раз больше, в несколько раз злее. Нужно вспомнить ту историю с Абу Бакром ас-Сиддиком, когда они вместе шли с пророком Мухаммадом, саллиллаху алейхи, к ним навстречу вышел кафир, мекканский мушрик, язычник, и начал оскорблять Абу Бакра ас-Сиддика, говоря, что ты такой, сякой, ты плохой, ты сумасшедший. В это время Мухаммад, саллиллаху алейхи, стоял в стороне и, улыбаясь, смотрел. Но когда Абу Бакр ас-Сиддик раскрыл рот и начал отвечать ему: да ты посмотри на себя, сам-то ты какой? И когда он произнес эту фразу, Мухаммад, саллиллаху алейхи, насупив брови, быстро начал уходить оттуда. Потом Абу Бакр ас-Сиддик догнал и говорит: о посланник Аллаха, что случилось? Почему ты стоял и улыбался, когда он меня оскорблял? И почему же ты потом, когда я начал защищать себя, ты начал уходить быстрыми шагами? Когда ты стоял, молчал, между тобой и им стоял ангел и говорил: да пусть возвратится тебе то, что ты оскорбляешь Абу Бакра ас-Сиддика. А когда ты раскрыл рот и начал защищать себя, ангел сказал, что моей нужды здесь теперь нету. И он ушел. А где нету ангелов, там появляется шайтан. И он начал подстрекать то тебя, то его. А где шайтан, то там не бывает посланников. И я никогда не пребываю там, где бывает шайтан.
говорит Мухаммад ﷺ, тебе надо было быть терпеливым, надо было протерпеть. И особенно хочется обратиться к молодым людям, те, которые не могут вытерпеть замечаний старших. И если им делают замечания в мечети или дома родители, или же на улице, то они начинают огрызаться. Так где же в этих людях эти аяты? Те, которые читают Коран и видят, что Аллах говорит: «Сберу вас, соберу». Будьте терпеливыми, стремитесь к терпению. «Инна Аллаха магас сабирин». Обращайтесь к Аллаху с молитвами, с терпением, потому что Аллах всегда бывает только с терпеливыми и только с теми, которые на Него полагаются. «Инна Аллаха ма'аль мутаваккилин». Этот мир испытаний. Если мы терпеливо сможем прожить жизнь на этой земле, то следующая наша жизнь, вечная жизнь, будет благословенной, и мы будем в садах рая, как нам обещает Аллах Субхану ва Тааля. «Ваттакуллах ла'аллакум туфлихун». Будьте богобоязненны, и Аллах вас сделает счастливыми. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.